Приветствую всех зрителей телеканала Якутия-24. С вами Марфирина Алексеева в программе News on Air. И сегодня в выпуске я расскажу о уникальных экспедициях Якутии, также о том, какие мероприятия будут проходить в честь 390-летия Якутска. Также мы сделаем обзор актуальнейших новостей из социальных сетей и не только. Давайте начнем. Смешарики рассказали о якутском балагане и Олонхо. На официальном YouTube-канале проекта «Смешарики» появился новый эпизод «Балаган» цикла «Азбука дружбы народов». Шестая по счету серия рассказывает о самобытных культурных традициях и обычаях якутов. В трехминутной серии Ворон Карн Карыч объясняет Барашу, для чего у балагана наклонные стены и почему сказители Олонхо считают почитаемыми людьми. Кроме того, в серии прозвучал отрывок из авторского Олонхо «Кыс Урсун» актрисы театра Олонхо Анастасии Алексеевой. Балаган – национальное зимнее жилище якутов. Стены у него под наклоном, чтобы балаган крепче держался, а свет легче попадал в дом через окна. Потому и название такое, от якутского «балах-аан» – наклонная дверь. На острове Бенетта построен якутский балаган и поставлена СРГ. В этом году при поддержке предприятий республики и Русского географического общества стартовала экспедиция энтузиастов на надувном катамаране во главе с председателем якутского отделения Российского союза спасателем Николаем Находкиным. Со второй попытки они дошли до своей цели – острова Бенетта. Им удалось сделать то, что до них еще никто никогда не делал – пройти более 800 километров по морю Лаптевых и Восточному Сибирскому морю. На острове Бенетта в бухте Павла Кэппена, как и планировали, они построили балаган, установили сергей и поклонный крест покорителям Арктики. Сейчас они благополучно прибыли на остров Большой Ляховский на метеостанцию Киселях. Вы просто полюбуйтесь, какие шикарные кадры заснял известный русский путешественник во время секретной экспедиции в Якутию. На фото гранитные города из останцев горных кряж Улахан-Сис. Как пишет блогер и путешественник Александр Герасимов, это место, куда еще не ступала нога человека, по крайней мере в летнее время уж точно, соглашусь я с ним. Для того, чтобы добраться в это уникальное место, пришлось лететь на самолете, аэроплане, плыть на лодках и ехать на вездеходе и даже буранах. Но это того стоило. Александр назвал это место чудом природы и ответил, что на Земле нет ничего похожего, хотя Александр прошел уже очень много стран. Сегодня Международный день рыжих, и хотя в России этот день широко не празднуют, но у нас тоже очень много рыжих людей. Чем отличаются эти люди с особенным и редким цветом волос, а также как этот феномен объясняют генетики, решила узнать Туяра Филиппова. Как утверждают ученые, рыжих людей в мире не так много. Всего от 1 до 2% от общего числа жителей планеты. И мы решили узнать, есть ли такие уникумы в Якутии. И, к нашему удивлению, обнаружили их целых 3 и всех в одном месте – в Русском драматическом театре. Актрисы Алла Бузмакова, Екатерина Нарышкина, Мария Ларина, обладательницы рыжих волос, унаследовали свою особенность от родителей. Кто-то от мамы, а кто-то от отца. Досталось мне это от папы. Папа был рыжий, но со временем стал русый. Детям моим это не передалось. Кстати, передается или нет рыжий цвет волос детям зависит не от одного, а нескольких генов. Поэтому у рыжеволосых родителей могут быть детки с другим цветом волос и наоборот. Рыжеволосый ребенок может родиться не только у рыжих родителей. Такой вот парадокс. И я очень надеялась, что все-таки мой цвет волос и цвет волос моего супруга передастся моим детям. Ну, как-то не случилось. Надеюсь, может быть, внуки будут рыжие. Дедушка тоже был рыженький, кудрявенький. Ну, такой в разном оттенке все, конечно, но вот этот ген рыжести есть. Рыжий цвет волос – это, как говорят ученые, красивая аномалия. Мутация гена феомеланина. Его в организме медноволосых много, отсюда и огненный цвет волос. Ты яркий, ты запоминаешься. То есть, а вот это вот рыжая, еще в студенчестве, вот эта рыжая кудрявенькая, вот это вот она. Все актеры это любят. Да, в центре внимания быть. Тут никуда не денешься. И, скорее всего, именно гены рыжести, по признанию наших героинь, способствовали и выбору профессии. Потому что это еще как-то на характере отражается. Ну, какая-то я шебутная, что ли, энергичная, огненная.
Благодаря огненному характеру на сцене кипят нешуточные страсти. А за кулисами актрисам с нетипичной внешностью порой приходится и конкурировать. Бывает, что да, нас ставят на какие-то похожие роли или на одну роль нас ставят. А сейчас в «Капитанской дочке» случилось так, что в одной семье служанки две рыжие, я и Маша. Несмотря на свою дефицитность, рыжие, где бы они ни были, заявляют о себе очень громко. Вспомним из истории. Колумба, Александра Великого, Леонардо да Винчи, Екатерину II, Уинстона Черчилля, Оливера Кромвеля и многих других. И, похоже, недавние предположения ученых о том, что мутация гена рыжих свидетельствует еще и о более высоком интеллекте, дает нам повод уважительно и более бережно относиться к представителям этого редкого типа человечества. Туяра Филиппова, Григорий Хлопков, Якутск. Артисты русского театра посетили город Нерюнгри с гастрольным туром. Я предлагаю посмотреть на наших предыдущих героинь с прекрасными рыжими волосами уже со сцены. Жители и коллеги с Нерюнгри встретили русский театр очень тепло, ведь они не виделись аж больше 10 лет. Когда приезжали молодые, то, господи, когда помнилось, а сейчас спустя 10 лет и видишь лица знакомые тоже. Как здорово, как будто домой. За время перерыва, когда русский драмтеатр не был в Нерюнгри, соскучились как зрители, так и актеры. В начале гастролей прошла пресс-конференция, в которой приняли участие директор и художественный руководитель театра Александр Лобанов, режиссер Андрей Габышев и артисты театра. Мы очень рады действительно приехать. Ну, вы видите настроение ребят. И... Боевое. Да. И прием такой вот прекрасный. надеемся на этой планке и отработать все эти дни. С открытием гастролей театр поздравили начальник управления культуры и искусства Наталья Бараханова и глава района Роман Щегельняк. Я уверен, что сегодня все мы с вами получим огромное удовольствие. Первым зрители увидели спектакль по роману Александра Сергеевича Пушкина «Капитанская дочка» в постановке режиссера Андрея Борисова. И если большинство артистов хорошо известны и давно полюбились нерюнгринскому зрителю, то исполнители главных ролей Евгений Кузьмин и Дарья Рокачева – молодые актеры, которые в Нерюнгри приехали впервые, но смогли гармонично влиться в число любимцев публики. Постановка получила признание жителей столицы Южной Якутии. Потрясающий спектакль. Образы, очень сильно понравились образы, живые, такие прям пластичные. Ну, вообще очень круто, потому что давно у нас в городе такого не было, и наконец-то можно сходить действительно. Да, на таком высоком уровне. Я люблю этот театр. Когда я бываю в командировке в Якутске, стараюсь всегда посетить их спектакли. И всегда остаются очень, такие незабываемые впечатления. Прекрасные впечатления. Мы сидели, мы прям не могли насладиться этим. Я рада, что я все-таки смогла купить билет и попасть сюда. Да даже говорить неохота и мыслить все так, как про нашу жизнь. И декорации такая махина, как наша жизнь, тоже тяжелая, неповоротливая. Кроме «Капитанской дочки» зрители увидят комедию «Фарс тетки» по пьесе Александра Коровкина, режиссер Владимир Голуб, и детский спектакль «Золотой ключик». Продлятся гастроли до 11 сентября. Ирина Лазаренко, Вадим Барашков, Нерюнгри. В Якутске уже активно, полным ходом идут мероприятия, посвященные празднованию 390-летия столицы. И, конечно же, по такому поводу невозможно было не открыть очень большой выставочный проект, который называется «Якутия. Настоящее, прошлое и будущее». Ведь люди, не знающие своего прошлого, не имеют будущего. Давайте в следующем материале мы узнаем о том, какие экспонаты и материалы представлены для гостей и жителей столицы. В Доме дружбы народов города Якутск проводится межнациональный проект «Якутия в лучах славы». В рамках мероприятия прошло торжественное открытие выставки «Якутия. Прошлое, настоящее и будущее». На выставке было представлено несколько зон, которые показывают республику в разные промежутки времени. Как же все начиналось? Вот как раз оно начиналось с тех фотографий, которые были в 17-18 веке, и с открыток, которые собрали наши коллекционеры дореволюционной Якутии. Вот таким образом, значит, молодежь, сегодня очень много молодежи пришло и придет в течение недели, они воочию увидят по фотографиям, так скажем, по фактам Якутию старинную.
В зоне настоящего времени Ассоциация предпринимателей «Сделано в Якутии» представила продукцию местных производителей, в которую вошли не только продукты, но и одежда, фильмы и сувениры, которые были сделаны в городе Якутск. В таком формате, а не как просто выставку продаж, в таком формате, где мы можем представить не только свою продукцию, но и наши награды, достижения. Это в первый раз. Сегодня представлено больше сувенирных изделий, тех изделий, которые вы можете купить для того, чтобы обрадовать, подарить, когда вы едете в какие-то другие города. Да? А по осени уже на продовольственной выставке мы покажем товары сельхозпроизводств. Поэтому то, что сегодня обращено внимание на креативную индустрию, на народно-художественные промыслы, это очень для нас важно. Зону будущего представляет презентация мастер-планов населенных пунктов и дизайн проектов общественных пространств республики «Меняем Якутию». Ну и более такая обширная – это то, что сейчас есть в нашем городе и то, что планируется. Ну и кроме этого, что очень замечательно, что каждый посетитель может здесь написать и оставить свое пожелание, что бы он еще хотел увидеть в нашем городе, что, по его мнению, у нас не хватает, и принять именно активное участие. Стоит также отметить, что на выставке представлены несколько проектов, которые выиграли грант на строительство и уже в следующем году начнут свою реализацию. Сегодня в рамке выставки проходит питч-сессия «Города как источник вдохновения», а также патриотическая акция «Люди славы». В мероприятии приняли участие молодежь и представители молодежных организаций Республики Саха-Якутия. Сама выставка продлится до 15 сентября. Основная задача мероприятия – презентация нового облика республики, вовлечение молодежи в общественном проектировании городов и других населенных пунктов и возможность почувствовать сопричастность к изменению будущего республики. Галина Чекурова, Григорий Николаев, Якутск. Ну что ж, а на этом наша программа подошла к концу. Смотрите News on Air в 11 и 17 часов по будням. До новых встреч в эфире!